эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Желая сохранить свой автомобиль, водитель отдал вымогателю деньги, преступник скрылся с места происшествия, но через какое-то время посчитал, что стоит вернуться и повторить схему. Правда, на этот раз преступник был настолько пьян, что водителю удалось его задержать и сдать в полицию. Теперь он проведет 4 года в колонии. А житель Сунтарского района проведет 7 лет в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его знакомого. Ночью 13 июля 2019 года потерпевший в состоянии алкогольного опьянения явился к своему знакомому домой и попросил спиртное. В ответ хозяин дома, который также находился в состоянии опьянения, в грубой форме попросил его уйти. Между мужчинами возникла ссора, и незваный гость ударил хозяина в лицо и ушел. Желая наказать обидчика, хозяин дома отправился на его поиски, а в качестве оружия возмездия прихватил с собой бейсбольную биту. Утром потерпевший был обнаружен в летнем домике своих родственников и госпитализирован в медучреждение, где скончался от черепно-мозговой травмы. Прокуратура Среднеколымского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинивший крупный ущерб. Обвиняемый, находясь в 7 километров от селя Эбях Среднеколымского района, бросил непотушенный окурок сигареты на сухую траву, вследствие чего неподалеку от населенного пункта возник лесной пожар, на тушение которого были затрачены значительные средства и силы. Неосторожными действиями гражданин причинил лесному фонду ущерб в размере около 195 тысяч рублей. Прокуратура Якутии направила в суд 2 уголовных дела по обвинению женщин, присвоивших денежные средства работодателей. Первое дело возбуждено против 51-летней женщины, которая с января 2015 года по 2018 год занимала должность ведущего бухгалтера в одном из государственных автономных учреждений. Имея полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, женщина перевела свыше 3 миллионов рублей с банковских счетов учреждения на свои банковские счета и на счет своей дочери. С помощью похищенных средств обвиняемая вступила в долевое строительство и погасила потребительские кредиты. В ходе следствия причиненный ущерб добровольно возмещен в полном объеме. Женщина продала свою квартиру. По второму уголовному делу 61-летняя заведующая аптекой в период с ноября 2013 года по январь 2016 года не внесла в кассу поступившие деньги от граждан за продажу лекарственных средств на сумму свыше 566 тысяч рублей. Теперь возмещать ущерб женщине предстоит из собственной пенсии. Власти Коста-Рики отчитались о перехвате крупной партии кокаина, предназначенной для продажи за океаном. В руки полицейских из отдела по борьбе с наркотиками попало более тонны кокаина. Подробности рассказывает Елена Островская. На тонну кокаина меньше попадет в Европу благодаря бдительности костариканских полицейских. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в воскресенье изъяли крупную партию, спрятанную в грузовом контейнере, который должен был отправиться в Бельгию. Как рассказали представители властей, кокаин находился в 29 мешках, укрытых за бочками с банановым пюре. Министр общественной безопасности центральноамериканской страны говорит, что эта партия лишь малая часть запрещенных веществ, изъятых с начала года. В этом году власти провели инспекции 8344 контейнеров. Согласно собранной из разных мест информации, к этому моменту полиция уже изъяла 37 тонн марихуаны и кокаина. Центральная Америка – ключевой район для транзита наркотиков, которые осуществляют могущественные картели. Местные группировки получают партии из Южной Америки и переправляют их по суше через мексиканскую границу в США или по морю в Европу. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей.